Здравствуйте, дорогие зрители. Вас сегодня, может быть, не так много, как мы привыкли часто видеть, но вы сделали правильно, что сегодня пришли в малый концертный зал, чтобы познакомиться с тувинской культурой, с тувинской симфонической музыкой. Такие концерты проходят в Красноярске. Вообще не проходят такие концерты в Красноярске. Это впервые. Все, что вы сегодня услышите, это будут премьеры. Наш концерт будет посвящен двум выдающимся тувинским композиторам, которые представляют два поколения национальной композиторской школы Тувы. Это старшее поколение и среднее поколение. Концерт наш посвящен столетию со дня рождения Ростислава Докуроловича Канданбиля и 80-летию со дня рождения Курышола Карасаловича Дамба. Концерт проходит в рамках проекта «Музыкальное наследие. Симфония Эннесая» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Подобный проект мы делали в том году. Он был посвящен выдающемуся тувинскому композитору Владимиру Салчаковичу Тока. Проект назывался «Музыкальное наследие. Енисейская акварель» Владимира Тока. Вот несколько слов про этот проект. В рамках этого проекта что будет сделано? Во-первых, мы берем рукописные партитуры авторские. Вот я приезжаю в Кызыл, в Туву, отбираю музыкальный материал, его сканируют, и я отдаю наборщикам нот. Но вот здесь какая сложность, что мы, когда начинают наборщики нот набирать этот текст, рукописный, еще раз повторюсь, очень многие фрагменты неясные, очень много мест, где стерлись ноты. Большие куски, большие фрагменты мы восстанавливаем по рукописным партиям. То есть проделана большая и колоссальная работа. Дальше эти ноты получает оркестр, и в рамках проекта, в рамках гранта будет 3 концерта. Первый сегодня. Дальше эту же программу мы исполним 6 июня в Кызыле, в Туве. И 8 июня несколько сочинений исполним в Саяногорске. Помимо этого, в рамках проекта мы запишем все сочинения, сделаем студийную запись в июле месяце. Все сочинения, которые сегодня прозвучат, будут изданы в типографии, здесь, в Красноярске. Будет сделан сайт этих композиторов, где будет размещена вся информация. Это видеозаписи, аудиозаписи, научные статьи, фотоархив. То есть будет проделана большая колоссальная работа. Точно такую же работу мы провели год назад с творчеством Владимира Салчаковича Тока. Все это занимает где-то полгода. Большой труд. Ну, давайте перейдем к нашим сегодня главным героям. Это Ростислав Докуролович Канданбиль. Первый наш будет композитор, с которым мы знакомимся. Он является основоположником тувинской профессиональной академической симфонической музыки. Ростислав Канданбиль закончил музыкальное училище в 36 лет, то есть поступил в 32 года в Ленинградское музыкальное училище при Ленинградской консерватории, закончил в 36 лет. Дальше вернулся в Туву. И понимая спустя несколько лет, что у него не хватает знаний для написания симфонической музыки, его направляют на стажировку в Ленинград, на 3-летнюю стажировку. И в 50 лет Канданбиль едет в Ленинград и поступает в консерваторию ленинградскую. Канданбиля при жизни практически не знали и не ценили как симфонического композитора. Его все знали как песенного композитора. И практически во всех уголках республики пели его песни. Его супруга ему очень часто говорила: снова ты пишешь эту симфоническую музыку. Ее будут критиковать и не будут исполнять. На что он ей говорил: подожди, мое время обязательно придет. И открываем мы наш сегодняшний концерт финалом из сюиты «Танцевальная» Ростислава Канданбиля.
Равеля знали в Туве в первую очередь как песенного композитора. Дальше в нашем концерте прозвучат песни без слов для симфонического оркестра в 4 частях. Это одно из последних сочинений композитора, то есть своего рода прощальный опус, вот в котором слились воедино две ведущие жанровые сферы композитора. Это симфоническое его творчество и песенное. Прозвучат 4 номера. Назову их. Первая песенка, грустная песня, песня радости и «Айелга», что с тувинского переводится «мелодия».
Иной, совершенно противоположный художественный мир представляет Хуршол Карасалович Дамба. Он закончил Новосибирскую консерваторию. Он был при жизни не понят и недооценен. Он был очень замкнутый сам по себе, с непростым характером. Дело в том, что в детстве я читал, и мне рассказывали, он очень тяжело болел. Но мне так не сказали, чем именно он болел, что это. Но итог этой болезни, ему сделали 2 операции, все это безуспешно, и он до конца своей жизни хромал. Прожил он недолгую жизнь, неполные 50 лет, очень хотел отпраздновать свой юбилей 50-летия, но не получилось, не сложилось. То, что вот он хромал, говорят, когда он учился, над ним потрунивали, подсмеивались его однокурсники, называли его синкопа. Его это очень задевало. Мне рассказывали, что он даже носил обувь потом, когда один, получается, ботинок выше другого, для того, чтобы хоть как-то не хромать. И помимо этого у него еще была непростая судьба. У него, как мне рассказали, супруга погибла, потом сын погиб. То есть вот в личной жизни, вот все очень трагически складывалось. И ушел он из жизни очень трагически. И все это отразилось в музыке. Сейчас мы для вас исполним прелюдию из симфонической сюиты Хуршола Дамба.
Сочинение будет иного плана, иного характера, будет легкое, жизнерадостное, игривое. Мы исполним одночасный концерт для флейты с оркестром Куршол Дамба. При жизни он часто исполнялся и был довольно-таки популярным. Партия солиста здесь изображает такую традиционную тувинскую флейту лимби. И соло исполнит артист нашего оркестра, лауреат многочисленных конкурсов Петр Худоногов.
вернемся к Ростиславу Докуроловичу Канденбилю, который у нас является один из основоположников Тувинской профессиональной академической музыки. Ростислав Канденбиль написал первую национальную тувинскую оперу. Называется она «Чечен и Беликма». При жизни композитора ее даже не считали оперой, называли «музыкальная сказка». Когда Дмитрий Шостакович услышал фрагменты из этой оперы, в частности, увертюру, он сказал, что очень интересная и колоритная музыка, и очень интересный композитор. Так, Ростислав Канденбиль, увертюра к опере «Чечен и Беликма».
какая же опера без арий или дуэтов? Сейчас мы исполним для вас романс «Белик-мы». Солистка Тувинской государственной филармонии имени Валерия Халилова Сайлык Хондурай исполнит для вас романс «Белик-мы». Продолжаем знакомство с оперой «Чечена Беликма». Прозвучит сейчас второй дуэт Чечена и Беликмы из первого действия оперы. Солисты Текше Циценделгер и Сайлык Хондурай. Thank
Карасаловича Дамба. Хуршол Карасалович Дамба является композитором-новатором, опередившим свое время. Я уже сказал, что при жизни композитора он был не понят и недооценен. Почему? Хуршол Дамба тяготел к диссонантным звучаниям, к поиску все время гармоний необычных, непохожих. Его музыку не понимали, не оценили. Я считаю, что это композитор, опередивший свое время, это композитор 21 века. Сейчас вы услышите самое главное, самое грандиозное его сочинение – это симфоническая поэма «Моя Тува». Это дипломная работа по окончании Новосибирской консерватории. Дипломную работу взялся дирижировать Арнольд Михайлович Кац, тогда художественный руководитель, главный дирижер Новосибирского академического симфонического оркестра. Он оценил молодого композитора. Запись этого сочинения вышла в 1983 году на пластинке. Выпустила фирма «Мелодия». И вот получается 1983 год. Получается, спустя 40 лет теперь мы запишем это сочинение вот буквально уже через месяц. Что, о чем говорится в этой музыке? Здесь изображается тува дореволюционная и тува современная. И вот в начале, когда вы услышите сначала соло альтов, потом виолончели, контрабасы, вторые скрипки, первые, это будет изображаться как рассказчик начинает вот эту историю Тувы, начинает рассказывать о Туве дореволюционной, а потом о Туве современной. Итак, Хуршол Дамба, симфоническая поэма «Моя Тува».
Теперь вы поняли, да, почему он был не понят при жизни и недооценен. Я сказал, что это композитор-новатор, опередивший свое время. Вот это музыка 21 века. Вернемся к Ростиславу Докуроловичу Канденбилю. Я уже сказал, что он в Туве в большей степени был известен как песенный композитор. Сейчас мы для вас исполним песню, которая называется «Айлан Кужум», что переводится «Соловей». Эта песня входит в такой золотой фонд тувинской классики. Исполнит солистка Тувинской государственной филармонии имени Валерия Михайловича Халилова Шингыра Ондар.
Станислава Канденбеля называется «Кадычор сен авай». Переводится «Ты со мною, мама». Вообще о любви, это песня о любви дочери к своей матери. И мне рассказали, что практически все композиторы Тувы создавали песни, открывающие образ матери и материнской любви. Солистка, заслуженная артистка Республики Тыва Эльвира Докулак.
нашего концерта прозвучит сочинение Ростислава Канденбиля, которое называется «Чавыдак». Это третья часть из колхозной сюиты композитора. Сюита, которая написана на тувинские народные темы. Чавыдак – это имя, где-то кто-то мне говорит, фамилия, в общем, названа по имени первого в Туве тракториста. Это серьезно. В честь него писали песни, посвящали ему сочинения. Вот Канденбиль посвятил третью часть своей сюиты. Это сочинение очень хорошо приняли в Москве, но раскритиковали в Туве. Сказали, что нет социалистического реализма, что нет партийного освещения колхозной темы, как это должно быть. И один музыкальный критик тувинский сказал, что это музыка мучительного и истерического содержания. На самом деле, произведение потрясающее. Здесь слышно, знаете, такой рев мотора, движений техники, своего рода такая музыка машин. Такое было направление в музыке. Это сочинение тоже вышло на пластинке в 1983 году. Исполнил оркестр кинематографии. И, насколько мне известно, вот спустя 40 лет сочинение практически нигде не исполняли. И вот спустя 40 лет мы с нашим оркестром запишем это сочинение, чтобы в Туве учащиеся студенты могли проходить Канденбиля и слушать в хорошем качестве «Чавыдак». Итак, Ростислав Канденбиль, «Чавыдак».
Я бы хотел поблагодарить тех, кто набирал ноты. О чем я говорил, что с рукописных партитур было очень сложно набирать. Все, что сегодня прозвучало, эти герои есть в зале. Я не вижу... Не пришла Ирина Александровна? Где? Ирина Александровна Корнева набирала сочинение Кенданбиля, в том числе и Чавыдак. Екатерина Филатова набирала песни без слов. А сочинение Хурушола Дамба, в частности, вот эту грандиозную симфоническую поэму «Моя Тува», набрала Елена Воронцова, музыкант нашего симфонического оркестра. Поверьте, это колоссальный труд, колоссальный. Если не верите, можете спросить. Я хочу пригласить на эту сцену художественного руководителя Тувинской государственной филармонии имени Валерия Михайловича Халилова Оюн Аяну Дугероловну. Позвольте зачитать благодарственное письмо. Министерство культуры Республики Тыва, Союз композиторов Республики Тыва и Тувинская государственная филармония имени Халилова выражают искреннюю благодарность и признательность генеральному директору Красноярской краевой филармонии Евгению Васильевичу Стодушному и коллективу Красноярского академического симфонического оркестра во главе с дирижером Михаилом Владиславовичем Масенковым за популяризацию наследия тувинских композиторов-классиков. За последние 3 года совместной работы над проектами при поддержке президентского фонда «Музыкальное наследие Енисейская акварель» Владимира Тока, «Музыкальное наследие выдающихся тувинских композиторов» Ростислав Кенденбиль, Хурушол Дамба, «Симфония Энесая», приуроченные к юбилейным датам композиторов, послужила более глубокому творческому взаимодействию и придала новый импульс для дальнейшего межрегионального культурного сотрудничества. Ваш кропотливый труд и возрождение музыки тувинских композиторов заслуживает достойного признания, благодарности и вносит весомый вклад в историю развития тувинской музыкальной культуры. Пусть силой благого деяния, сделанное вами добро, вернется к вам в 1000 раз больше и подарит вам неиссякаемую радость и счастье. Министр культуры Республики Тыва Виктор Сергеевич Чикшит, директор филармонии Барбакол Салчак и председатель регионального отделения Союза композиторов Республики Тыва Буянмадыр Тулюш. Спасибо. Сцену всех солистов.